Исследовательская работа участников второго научного молодежного форума Никиты Гуланзе посвящена инвазивным видам насекомых, простыми словами, сельхозвредителям, распространенным в Абхазии. По словам ученого, ситуацию с растениями, пораженными пальмовым долгоносиком или огневкой, необходимо мониторить. Если вовремя начать лечение, согласно исследованиям и практике, то растение обязательно выздоровеет, как, например, пальмы в Новом Афоне. Мы даже очень удручающее состояние пальмы в Афоне было, и мы ежегодными по 2 раза проливали пальму, и они реально восстановились. Самое главное, чтобы не была уничтожена точка роста. Именно в сухой ситуации по пальмовому долгоносику очень хорошая, так как у нас и проводятся и обработки, и мы сами мониторим ситуацию, но мы не можем сказать того же самое о гагре, где их огромное количество. Как отметил ученый в своем исследовании, на территории Абхазии около 10 основных видов сельхозвредителей, но в сопредельных государствах их в разы больше, и появление новых видов вредоносных насекомых в республике неминуемо. Поэтому важно следить за этим процессом и предпринимать меры. Ученый вместе с коллегами спасает пораженные растения. Согласно данным и мониторингу, пальмы в Синопском парке тоже нуждаются в лечении. Там, к сожалению, каждое дерево повреждено либо пальмовым долгоносиком, либо пальмовым мотыльком. И насколько это будет выполняться наша рекомендация по излечению пальм, этого мы уже не знаем. Который там на той территории, конечно, да. Вот такие интересные и полезные исследования и работы представляют молодые ученые в рамках второго молодежного форума, который уже стал доброй традицией. Это новая страница в научной жизни страны, которая объединила 7 академических институтов и Абхазский госуниверситет. Впервые подобное мероприятие прошло в 2022 году и было приурочено к 25-летию Академии наук Абхазии. После президиум АНА принял решение проводить научный молодежный форум раз в 2 года. В 2024-м он открылся 24 октября. С напутственными словами к молодым ученым обратился президент Академии наук Зураб Джапуа. Государство абхазское нуждается в вашей интеллектуальной поддержке. Оно способно развиваться только на основе новых знаний, открываемых и создаваемых вами. Доктор физико-математических наук Энвар Бекба подчеркнул, что в Академии наук Абхазии требования к аспирантам и их приему стали намного жестче. Тех аспирантов, которые недобросовестно учатся, отчисляют. В то же время исследования и достижения многих молодых ученых, особенно научные работы в области природы Абхазии, радуют. Каждая из этих работ, они имеют практический выход и могут быть рекомендованы для внедрения в народное хозяйство и приносить существенный экономический эффект. В Академии наук, благодаря стараниям Президиума Академии наук, членов Академии наук, произошли существенные сдвиги в отношении молодых ученых, специалистов. Вот недавно создали Совет молодых ученых при Президиуме Академии наук, и параллельно был создан Совет молодых ученых при администрации, при президенте нашей страны. Это говорит о том серьезном внимании, которое придает научной деятельности молодых как Академии наук, так и руководство нашего государства. Работа форума проходит одновременно в нескольких секциях. Это секции физико-математической науки и медико-биологической, а также гуманитарной, социальной и общественной. Моя диссертационная работа входит в состав педагогических наук, в отрасль педагогических наук. Тема моя называется «Внутривузовский стандарт содержания образования». Вообще конструктор рабочей программы учебной дисциплины. Выбрала я данную тему, потому что она затрагивает всю систему высшего образования, непосредственно конструирование рабочих программ. Также была в рамках моей диссертационной работы разработана специальная программа «Преподаватель высшей школы». Эта тема довольно-таки актуальна на сегодняшний день в свете того, что в России берут обороты федеральные государственные образовательные стандарты, и наш Абхазский госуниверситет находится в едином образовательном пространстве с Российской Федерацией, и поэтому эта проблема очень актуальна для нас на сегодняшний день. Также представлены исследования, посвященные абхазской литературе, Черному морю, лесам Абхазии и другим интересным темам. Второй научный молодежный форум завершится 25 октября. Гугуца Вардания, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение.